Уже на этой неделе Комипединститут прекратит свое существование как юридическое лицо. На прошлой неделе руководство СГУ подали в налоговую службу заявление об исключении КГПИ из Единого государственного реестра юридических лиц. Уведомления ждут со дня на день. Это станет финальной точкой в реорганизации двух вузов. У СГУ появится еще одно структурное подразделение. Репортаж Елены Кононовой. Татьяна Артеева пока еще студентка Комипединститута, но совсем скоро в ее студенческом билете появится новая запись. И заканчивать девушка будет уже университет. По словам Татьяны, это единственное изменение, которое она почувствует после реорганизации вузов. Я сама учусь на последнем курсе, в этом году в ходе заканчиваю. Я думаю, что на себе я, может, такого конкретного ощущения изменения не будет чувствоваться. То, что, наверное, диплом будет уже университетский. То есть поступала в пединститут, буду выходить уже из университета. То есть это изменение, и как-то к этому надо настроиться тоже, конечно. Ну а так, чтобы по учебе, я думаю, никаких изменений не будет, только в отношении диплома. Впрочем, студенты двух вузов не стали ждать, когда закончатся юридические формальности. Уже сегодня они вместе работают над совместными проектами. У нас есть совместные заготовки проектов. Они презентовали это на ассамблее студенческого совета. Это проходило где-то осенью. И сейчас в ходе недели дружбы молодежи также они презентовали несколько проектов, очень таких интересных. И сейчас мы уже стараемся как-то совмещать свои силы и действовать уже сообща. И тем более сейчас организовался такой орган в системе студенческого самоуправления, как Совет председателей. Туда тоже входит один представитель из Коми Государственного педагогического института. Сама реорганизация вузов фактически завершена. Все имущество, недвижимость и обязательства института перешли к университету. Лицевые счета КГПИ сегодня уже закрыты. Так называемый передаточный акт подписан министром образования России. По словам руководства СГУ, процедура слияния прошла в мягком режиме. Был создан план-график, в соответствии с которым мы четко шли. И фактически мы этот план-график выполняем. И, как уже показывает опыт прошедшей реорганизации, можно считать, что она уже практически прошла. Как раз этот год прописан по каждому дню. Каждый день прописан вплоть до... В 3 дня, например, мы должны налоговую уведомить были о процессе реорганизации. То есть все это четко шло. А со дня на день в объединенном вузе ждут уведомления из налоговой службы о том, что Комипединститут исключен из Единого государственного реестра юридических лиц. После этого студенты и сотрудники КГПИ автоматически перейдут в СГУ. Еще раз скажу, что наша задача, чтобы эти изменения никто не почувствовал, ни студенты, ни преподаватели, и, скорее всего, так и произойдет. То есть студенты, которые учатся на определенных направлениях подготовки, специальностях, они все останутся точно так же. Студенты, которые учатся по договорам с оплатой обучения, конечно, договора нужно будет пересмотреть, потому что юридическое лицо поменялось, но в плане условий обучения, в плане оплаты за обучение все остается так, как было для них. Они этого не заметят. Студенческие билеты института заменят на университетские, а вот зачетки оставят прежние. В них лишь поставят штамп СГУ. Документы нового образца будут только у первокурсников. Поменяется и табличка на входе в КГПИ. Скорее всего, он будет просто педагогическим институтом. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.